Здравствуйте! Вы смотрите передачу «Авторивьера». В нашей рубрике «Гость за рулем» сегодня Адгур Тарнава. У Адгура очень оригинальный автомобиль Toyota FG Cruiser. Мы поговорим и о машине, и об Адгуре, и о многом другом. Но прежде мы спросим у Адгура, какой он нам маршрут приготовил. Маршрут город Гагра, Мамзышха и направление Бамбаяш, если получится у нас все осилить. Тогда поехали, а по пути будем общаться. Адгур, ну вы родились и выросли в Москве, и до недавних времен там жили. Сколько лет, как вот вы переехали? Порядка 10 лет, наверное, уже здесь нахожусь. Опыт вождения, насколько я знаю, вы всегда за рулем были? Да. То есть по Москве, по России, там. С тех пор, как можно было сесть в рамках законодательства, да. Но с детства всегда отец сажал за руль, пытался там во дворе, катались мы в Лыхнах. Ну, было такое, да, тоже. Ну, как вот первое время езда в Абхазии? Ну, свои особенности разница, есть, да? Ну, так периодически, наверное, приезжали на отдых. Да, каждый год несколько раз обязательно. То есть, чтобы не забывать вождение в Абхазии. Сегодня в России, после того, как над дорогой контроль взяли камеры, в основном дисциплинировались люди, и заставить переехать сплошную сегодня там никому в голову, по-моему, не придет переезжать сплошную полосу. Ну, как ощущаете эту разницу вождения там, в Москве, допустим, и в Абхазии? Ну, разница, конечно, есть, да. Более, так скажем, раскованная у нас езда. Ну, это, наверное, связано в определенном роде с безнаказанностью, так назовем это. Если недостаточно, да, контролировать это, и меры, которые применяются в виде наказания, не всегда доходят до нужного места и до нужного человека, соответственно, всегда есть такая возможность чуть-чуть пошалить на дороге. Ну да, сколько ни призывай население к соблюдению правил дорожного движения, к совести, и страшилками пугают, что происходит на дороге. Да, мы это видим. У нас, конечно, количество ДТП на душу населения, наверное очень много. Большое, да. То есть все-таки должны работать те, кто непосредственно контролирует эту ситуацию. Да, ну я думаю, это многоэтапная вещь, наверное, это и детям надо где-то в школах объяснять, то есть это какая-то программа должна быть по этому поводу, которая меняла бы нашу ментальность в плане соблюдения правил дорожного движения и вообще отношения друг к другу за рулем. Сегодня у нас тоже, видите, какие потоки на дорогах. По этой улице, там, Ешба, почти всегда непрерывный поток машин. И если вы хотите со второстепенной выехать на нее или развернуться через нее, естественно, если вас не пропустят, то вы очень долго будете этого ждать. Должна быть взаимовежливость на дороге между водителями. Должен понимать, что уступать друг другу. И сейчас мы это как раз наблюдаем. Да. Уступили, проехал. Препятствие лежачее тоже оно не спасает. Кстати, выезд здесь затруднился из-за него. Отсюда стало выезжать еще сложнее, потому что скорость сбрасывают. И создается здесь какая-то пробочка, мне кажется. Да, его чуть раньше, если он лежал бы, было бы проще выезжать. Самое опасное, что вы считаете здесь у нас при движении по дорогам нашим? Скорость, наверное. Ну и, соответственно, да, выезд навстречу и все, что вытекает из безнаказанности. Выезд навстречу тоже бывает там
какие-то варианты, когда есть у вас куда прижаться или что. Но бывает, выскакивает навстречу, когда вообще практически нет никаких вариантов. Или на конце подъема, где видимости нет. Да, или в закрытом повороте, да. да, это очень часто встречается у нас, Это да. самое страшное, да? Если гражданская сознательность была бы как бы разумная, то можно было бы сегодня об этом не говорить, о каких-то там строгих мерах и прочем. У каждого разные ситуации в жизни, но все в рамках разумного должно быть. Я так думаю, что иногда можно и быстро ехать, когда надо, и просто это не должно для окружающих быть угрозой. Ну, наверное, да, самое главное такое правило негласное — не создавать помех другим участникам движения. Вот если об этом думает водитель, то чаще всего все обойдется хорошо. Ну да, есть, конечно, да, что-то, Божий промысел в этом тоже есть, но надо быть всегда, да, внимательным и аккуратным. Просто когда человек за руль садится, он должен понимать в первую очередь, что кроме своей жизни он еще становится как бы социально опасным. Вот это вот есть у людей, которые только что за руль сели, и уже им кажется, что они все могут. Летчик. Да, и надо вот всегда, садясь за руль, понимать, что ты становишься угрозой для окружающих. Там, твоя жизнь — это как бы твое дело, да, не говоря о том, что у тебя есть родители, и надо о них думать и так далее, но при всем при этом... Ну да, если человек грубо нарушает правила дорожного движения, ну, вообще игнорирует их в принципе, выпивает за рулем, то это потенциальный убийца. Да. Там обгон на закрытом повороте, обгон на конце горы. Вот, кстати, тещин язык, последний подъем, там тоже бывает, обгоняют, хотя видимости ноль. Да. У нас еще сейчас такая тенденция складывается, не знаю, самый агрессивный водитель у нас на сегодняшний день, мой взгляд на это женщины стали. Да. Да, в смысле агрессивные никогда не, Ну, это вот в плане изменения направлений неожиданных, да, вот. Ну, не скорости особо, ну, редко кто там, женщины нас как бы скоростью балуются. Ну, встречаются тоже, но у них чаще вот неожиданное изменение направлений, там немножечко непредсказуемость какая-то, вот особенность, видимо. Или это просто из-за маленького опыта вождения, начинающие. И в плане парковки у них вот отношение такое, вот как ехали, так встали, бывает. Ну, пусть не обижаются, это сейчас ничего дискриминационного мы тут не хотим говорить. Да, мы просто на то, чтобы обратили внимание, да, чтобы... Может быть, кто-то нас услышит и сделает выводы какие-то положительные. Давайте о машине поговорим. Все-таки вот таких машин в Абхазии раз-два, по-моему, особо я вот не встречал. Да, таких машин машины. мало, да, я насколько знаю, тоже периодически встречаю, но все в основном не абхазские. Что за двигатель у нее? Двигатель 4-литровый, атмосферник. В принципе, если как бы сравнивать с другими автомобилями, это на 95% Прада в старом кузове. 4-литровый двигатель, тут чуть-чуть система полного привода отличается от прадовского, больше похожа на форанеровскую. У него передний привод не ведущий в обычном режиме, только сейчас вот мы едем на заднем приводе, а когда уже заезжаете там на бездорожье или еще куда-то, под полное подключение, да. За счет этого чуть-чуть он экономичнее, чем его донор, вот постоянный полный привод, за счет этого у них литра 4-5 разница в расходе. Какие оригинальные вот
функции какие-то или опции? Да, ничего оригинального, по-моему. Все очень просто, аскетично. Машина, ну, как бы для человека, наверное, такой динамичный образ жизни ведущего, которому надо поехать, не знаю, там, по семейным делам на рынок, магазин или в театр, а потом поехать в горы, например, или еще куда-то. То есть универсальная в этом да, плане. универсальная машина, очень удобная, просто для большой семьи немножко с посадкой задней проблема такая. Полуторадверная машина, назовем Мне ее. показалось, что вполне удобно садиться в нее. Задняя дверь не открывается, не открыв переднюю дверь. Вот в этом есть определенная сложность. У меня семья большая, поэтому я с этим чуть-чуть испытываю дискомфорт. Сейчас чаще покупают вторую машину, Да, так что да. тоже такой спорный момент. Вообще, честно говоря, я ее вез как бы с расчетом для вот, ну так назовем это экстрима, ну для гор, для охоты, для рыбалки и так далее. Но чуть-чуть возможности поменялись, как второй автомобиль не получается, и вот везде он как бы себя хорошо зарекомендовал. Ну, Toyota это всегда гарантия качества. Да, честно говоря, по качеству она меня даже удивляет. Я вот с тех пор, как взял, особо ничего. Периодически заезжаю в сервис, спрашиваю, что мне поменять. Уезжаю ни с чем постоянно. Toyota FG Cruiser – экзотика для российского рынка. Он в основном продается за океаном. Очень оригинальный дизайн кузова. Немного смахивает на Hummer. Но автомобиль гораздо качественнее. Функционально он заменит Гелендваген, но гораздо дешевле и экономичнее в эксплуатации. Его основные агрегаты будут работать весь срок службы автомобиля. Этот рамный компактный внедорожник выпускался с 2006 по 2014 год. Кузов у нее пятидверный. Непосредственно этот автомобиль укомплектован автоматической коробкой передач с возможностью блокировки задних колес. Длина FG Cruiser 4671 мм, ширина 1905 мм, дорожный просвет 243 мм. Масса 1570 кг. Он оснащен V-образным шестицилиндровым двигателем объемом 4 литра. Развивает мощность 260 лошадиных сил. Разгон до 100 за 8,5 секунд. Расход бензина в смешанном цикле 13,5 литра. Поскольку у круизера очень узкое лобовое стекло, конструкторы установили аж 3 стеклоочистителя, так как 2 не охватывают всю площадь стекла. Еще одна особенность FG Cruiser – его задние половинчатые двери. Так как они открываются в обратном направлении движения автомобиля, чтобы исключить его открытие во время езды, задние двери открываются лишь после открытия передней. Но это неудобство оправдывается тем, что общее пространство дверных проемов увеличивается, так как здесь удалось обойтись без средней стойки. Несмотря на половинчатую дверь, посадка на задний ряд достаточно удобная. А главное, это позволило укоротить базу автомобиля и сделать его вот таким компактным. Жесткость кузова достигается более массивными передними и задними стойками. Салон очень комфортабельный, абсолютно бесшумный даже при езде по бездорожью. Создается ощущение, что вся обшивка монолитная. Дверные ручки мощные, крутилки и кнопки крупные. Все изысканно и стильно. Звук круизера, ее мощность, ее прыть и проходимость мотивируют и провоцируют водителя к очень динамичной езде. Машина дарит ему массу эмоций. Как мост вам вот Уместинский? Ой, конечно, сейчас поговаривают о строительстве нового моста. Понятно, что это неудобный очень мост, особенно для большегрузов, но Красиво. очень красивый, его бы привести в порядок. Мы как-то говорили об этом, чтобы там была бы какая-то иллюминация красивая, ну как вот бывают за рубежом такие Да, красивые. да, просто они что-то старались, видимо, мосты. сделать, но не очень удачно. Его весь покрасить беленький, чтобы был. Насчет этих бордюров мы интересовались, почему так заузили. Якобы для того, чтобы вот эта вот конструкция удерживала аварийный мост. Он уже аварийный, Да. но он стал чуть поуже.
Ну да, этот мост чего только не пережил на самом деле, как он стоит, вообще удивительно. Да. Вы знаете, я вот недавно ехал из Москвы на машине. Гаишников фактически нет на дороге, но при всем при этом даже скоростной режим на платных участках, ну, есть там, конечно, какие-то отчаянные головы, не знаю, но в основном все едут там 120, 130, то есть все в рамках правил едут, несмотря на то, что дорога была пустая, позволяет спокойно ехать. Это уже вот просто люди привыкли к тому, что даже мысли нет там куда-то лететь и мчаться, потому что, да, знают, чем это все закончится. Фон очень сильно изменился, вот фон в целом. Но если брать Москву, то вообще там очень сложно ездить, чтобы где-то не попасть на какой-то штраф. Очень сложно уже. Ну, давайте поговорим о маршруте, куда мы едем. Значит, мы едем в сторону Бомбояжта, наверное, в первую очередь, да? Сначала Да. туда, если у нас время останется, заедем на Мамзышку. Я в свое время когда-то частенько бывал на Бомбояжте, очень красивое место. Ну, я думаю, это вы все сейчас увидите сами. К моему стыду никогда там не был, как-то вот не складывалось. Да. То есть думали поехать с передачей вот нашей, но вроде Абхазия маленькая, но мест интересных очень много. В свое время, когда были возможности, я имею в виду, времени было много, очень много мы с друзьями, с гостями, все, кто с удовольствием ездили, и очень много мест я сам лично посетил, которых вот, когда рассказываешь, местные жители, которые тут всю жизнь прожили, вообще даже знать не знают, что такие места есть. Но сейчас, конечно, в сфере, в связи с развитием туризма, очень много мест стало более доступно. Облагораживать стали для посещения. Да, ну стали по меньшей мере посещать эти места. Вот в интернете посмотришь, прямо в серьезные такие дали заезжают люди, да. Ну вот мы в своих передачах тоже вот эти маршруты освещаем, показываем, поскольку мы в YouTube тоже размещаем передачи, чтобы это и туристов подстегнуло. Да, мы с удовольствием смотрим эти передачи ваши. И сегодняшняя, я думаю, будет из этой серии. Кстати, как и обещали, чуть-чуть здесь дождичек был. Даже капает сейчас, по-моему, да? Вот. Но сегодня лучше бы без дождя. Особенно в Гагре, нам главное. Но там высота на Мамзышке сколько метров примерно? Ну, я думаю, 2000 точно есть там. У меня на предыдущей машине стоял высотомер, здесь, к сожалению, нету. Все стоит. Есть компас, есть, да, да, горизонт есть. Да. Третий термометр и управление на нем стоит. А какого года машина? Машина 2008 года. Да, вообще вот эта модель, она вот своим таким аскетизмом очень знаменита. Они вот даже современные машины, ну, более свежих годов, сильно не отличаются друг от друга. Ну, какие-то есть элементы, конечно, прогресс идет вперед, но... Ну, так вот, на первый взгляд, очень комфортабельная машина. Вот вроде так скромно, со вкусом, очень четко все. Удобно, везде кнопки расположены, дверные ручки, я смотрю, все. Так вот, и эти крутилки все крупные, то есть... Я вот хотел сказать, первая мысль моя, которая, когда я сел в эту машину, все очень крупное. Вот все элементы управления, переключения, дверные ручки, прямо... Даже громкость радиоприемника. Да, трудно не найти тут что-то, да. Насколько я знаю, Toyota эту машину, может быть, это информацию надо перепроверить, может, она не является истиной.
Toyota делала под рекламную акцию, готовила машину. Вот под серферов готовили какую-то рекламную акцию, и якобы вот эту машину сделали как просто вот для рекламы. А потом она себя зарекомендовала, очень много отзывов было, и они ее решили в серию поставить. Ну, история похожа больше на легенду. В общем, вполне она так вписывается под эту доску, если Да. симпатично будут смотреться. Ну, вот это место тоже, конечно, оригинальное. Да. Прозвали в народе тещиным языком. Да. Ну, если сделают когда-нибудь дорогу по Нижней Шере, она будет без подъемов, только один, по-моему, там подъем. И выйдет на эту Маяцкую дорогу. Эта дорога, наверное, так для экскурсии останется больше. У нас взгляд уже замыленный, а вот гости наши всегда стоят вдоль дороги, фотографируют, просто смотрят. Вид, конечно, с этой дороги очень красивый. Зимнюю Рицу тоже вот ездила группа, они просто были в восторге. Да сами мы тоже приезжаем, вот каждый раз она как будто разная, это от цвета зависит. Вот чуть освещение меняется, оно зимой вообще кардинально, естественно, разное. А вы на Амткел не попадали на озеро? Ну, ездили вот на бронеавтомобиле, мы как-то туда ездили. Видел передачу по этому поводу. Но хотим поподробнее, там мы вскользь, не сильно углубляясь, как бы сняли просто озеро. А в какое время года это весна-осень, да, была у вас? Это было зимой даже. Да, сразу после Нового года, вот, вспомнил. То есть мы утром проснулись, мы переночевали в этом, у него салон сзади есть, 5-местный, даже 6-местный, у этого бронеавтомобиля. Вот, утром встаем, лужи замерзшие. Я к чему говорю, оно всегда вот к тому, что вы говорите, разное. Там уровень воды же очень сильно меняется от погодных условий, да. Иногда приезжаешь одно, как будто второй раз приезжаешь, как будто никогда не был. Там вот такое вот удивительное озеро тоже. Но какое-то вот все время, не знаю, когда я туда попадаю, чувство тревоги у меня на этом озере почему-то, не могу объяснить это. Что прорвется? Да нет, как-то не с этим связано, не знаю, с чем, как объяснить это. Ну, вообще дорога там непроходимая сейчас практически. Даже на очень серьезном джипе проехать туда, прорваться очень сложно. К самому озеру непосредственно, да, там подъезд очень сильно заглиненный такой, да. Приехали в Афон. Афон у нас всегда красивый зимой и летом. Да, уникальный город. Все любят Афон. Ну, Афон тем хорош, что он вот компактный. И здесь очень много туробъектов. Это пещера, это монастырь, Лебединое озеро, не знаю, пляж. Первая ГЭС Да. на Кавказе. Но Афон еще, я думаю, уникален своими людьми, они какие-то особенные афонцы. Все добрые, приветливые, теплые. Очень много друзей у меня тут. Даже говор какой-то свой есть тут. Ну, сейчас и отелей побольше стало здесь, новые. Все новые и новые появляются. Да, и уровень очень растет. Особо нарушать не будем. Ну, сезон, в общем-то, как-то завелся, уже закрутился, да? Сезон завелся. Начался очень поздно, но тем не менее, вроде так вот есть отдыхающие. На пляже там видим. Да, есть, к счастью, не знаю, или к сожалению, но люди есть. Наверное, все-таки мы без этого не смогли бы. Было бы очень непросто. У нас даже визуально кажется, если их нету, Да, то вот какой-то, да. чего-то не хватает, дискомфорт уже. Точно.
Ну, возможно, сезон, если вот погода будет хорошая, может и октябрь будет, и может и ноябрь немножко будет. Ну, надо к круглогодичному уже переходить. Вот как бы они и планируют в Министерстве курорта, вот поговаривают, что надо больше вот этих здравниц таких, где... Санаторные, курортные надо возвращать, то, что здесь всегда и было. Вот тогда круглый год у нас будут люди. Вот эту часть тоже очень красиво сделали, тротуары положили. Кстати, побелили тут. Да, все побелили, да. Не, здесь очень аккуратно. Вот в Афоне все подчеркивают, что здесь очень все чисто, аккуратно. И афонцы любят город свой, и руководство приложилось вот города. Ну, мы сейчас с города Афон выезжаем, и, наверное, запись пока выключим, потому что дорога очень длинная. И включимся уже перед Гагрой. И продолжим нашу беседу. Ну вот мы въехали в город Гагру, включили камеры. Теперь едем до Мамзычхи. Погода, конечно, выкинула сюрприз. Дождь пошел и перестал, пока вот сюда доехали. Вроде пока нам благоволит погода. Если ехать на Псоу, то лучше по объездной, конечно. Но нам сейчас надо съезжать с города на дорогу на Мамзычху, да? Нет, там с объездной тоже можно. Тоже есть вариант, да? Здесь всегда летом движение такое, дорога забита, особо быстро не проедешь. Но зато красивее. Хотя сверху тоже живописно. Сверху тоже, да, там видно море хорошее. Да, везде свои прелести. Это Абхазия. Въезжаем в Старую Гагру, скоро поворот. Бамбаяш, Арабика, зонтик еще называют как-то там. В общем, все пещеры, 3 пещеры в горе Арабика, да? Да, ну все близко там расположены. Одна из них, по-моему, самая глубокая в мире, если я не ошибаюсь. Она конкурировала с какой-то мексиканской пещерой, но, по-моему, выиграла у нее. Сейчас вот все 3, они самые глубокие. Мы когда в последний раз поднимались, там были спелеологи как раз, кто погружался в эту пещеру. Они менялись примерно раз в месяц. Питерские спелеологи, там, ростовские, московские. Вот так вот погружались все ниже и ниже и ниже. К сожалению, 2 человека погибло. Один вот совсем недавно. Да. Но чувствуется, что в гору поднимаемся. Да. И воздух другой, и машина по-другому едет. Машина напряженно. Да. Ну, небо вроде бы чистое сейчас. Все меняется очень быстро. Будем надеяться, что нам повезет. Понимая, что погода в горах очень изменчива, одна из наших съемочных групп с телеоператором Валерием Кекискири направилась на Бамбаяшту и Мамзычху с раннего утра, чтобы снять там все самое красивое, наиболее благоприятное по свету время. В нашем случае это оказалось очень кстати. То и дело, сегодня тучи и облака обволакивают горы. От Гагры дорога тянется круто вверх. Проехав всего около 30 километров от моря, мы окажемся в горах на высоте 1876 метров. Оказывается, еще в 1904 году принц Альденбургский пробил дорогу к Мамзычхе. Первая смотровая площадка находится на высоте 300 метров над городом Гагра. Здесь мы остановились. Отсюда можно созерцать неповторимые виды на город и море. Эта площадка и особенно сама гора Мамзычха – находка для парапланеристов. Здесь их можно наблюдать чуть ли не каждый день.
Теперь мы поднимаемся выше и едем сквозь тучи. Стало сразу темно, но через полчаса пути мы из нее вынырнули. Уже оказались выше тучки и стало светло. Ну, наконец, от гор мы вышли из тумана. Появился просвет, и, может быть, мы сможем здесь показать всю красоту этого места. Сколько еще нам примерно ехать? Я думаю, что нам до Мамзычхи минут 20 осталось ехать. Если все удачно сложится, то будет чисто. Сможем посмотреть окрестности все. Да, сейчас откроются виды вниз и вверх, и мы поймем ситуацию. Сегодня погода нас дважды пугала. То дождь начался, но мы пока с Гудауты доехали до Гагры, он практически перестал. Затем облака. Все же вроде бы нормально в итоге. Пока едем чисто. Ты сами можешь поедешь? Могу чуть-чуть, в принципе. Ну, мы так быстренько поменялись местами. Да. Ну, легкое в управлении, руль легкий. Ну, так, хоть и в гору набирает хорошо обороты. Вообще вот эту дорогу, которая ведет на Бомбояшт, планировали соединить с дорогой, которая ведет из Гантиади, вот с Псоу, тоже по горам. И там буквально остался промежуток километр-полтора несоединенный, а так можно было бы отсюда подняться и там спуститься. Это, видимо, лесовозы. Все, наверное, советские еще Да, проекты, да, советский, да. Видимо, лес, и с лесом что связано. Вот нам без конца встречаются туристы на абсолютно простых, Ну да, здесь низких на обычной машинах. машине можно Да. проехать, просто, наверное, там несколько километров надо аккуратно, да, проехать. Да, но вот такие участки есть редкие, без асфальта. Но в целом можно ехать. Ну вот автобусы эти тоже обычные газели. Да, спринтеры и прочие, да. Машина быстро откликается на нажатие педали газа и поворот руля. Переключение автоматической коробки передач происходит вообще незаметно. А в салоне даже по бездорожью ни малейшего шороха и треска. В целом круизер дает водителю ощущение надежности и уверенности. На самом деле мне эта машина очень понравилась. Едем уже по бездорожью, встречаются очень крупные камни, проезжать через которые даже на джипе непросто. На развилке одна дорога уходит на Бомбояшту, а вторая на Мамзычху. Мы все же решили сперва проехать до Бомбояшту. В переводе с абхазского это двор Ваты. Так ее, наверное, назвали в ассоциации с бороздящими здесь светлыми облаками. Само место Бомбояшта находится на высоте 1855 метров над уровнем моря. Поскольку это все рядом, мы решили не упускать такую возможность. А машину нашей съемочной группы пришлось здесь оставить до нашего возвращения и не проехать по такому бездорожью. Мы преодолели 7 километров этого сложного пути, что заняло у нас ровно час езды. В целом наш путь от Гагры составил 30 километров. Мы с остановками ехали около 2,5 часов. Расстояние вроде небольшое, но времени требуется немало. Хочется же все увидеть и поснимать. Ну, мы наконец-то добрались до Бомбояшты, хотя с определенными трудностями. Вот подробности маршрута расскажете. Да, в Гагре мы переждали дождь. Несмотря на небольшое расстояние, на подъем потратили очень много времени, порядка 2 часов, наверное, и попали и в туман, и в дождь, и, в общем, в итоге все получилось, слава богу, удачно.
Весь путь достаточно комфортный, кроме небольшого участка, и там тратится больше всего времени. На самом деле час-два, и чтобы увидеть такую красоту, это этого стоит, я думаю. Здесь уже заканчивается зона лесной растительности и начинаются луга. На Бамбаяште уже, можно сказать, наступила осень. Трава уже желтеет, вечером здесь довольно-таки прохладно. Температура около 10 градусов, а под утро она еще значительно понижается. Пастухи уже съезжают с пастбищ. Отсюда видна гора Арбаика. По-русски она называется Арабика. Представьте себе, в ней расположены 3 самые глубокие пещеры в мире. Первая – пещера Веревкина, ее глубина 2012 метров. Вторая – это пещера Крубера, ее еще называют Воронья. Глубина 2199 метров. И третья называется Сарма, глубина которой 1830 метров. Теперь мы доедем до Мамзышхи. Это нам надо вернуться на развилку и проделать еще несколько километров пути по аналогичной дороге. Гора Мамзышха расположена на высоте 1876 метров. Мы предлагаем вам сразу посмотреть на красоты, отснятые Валерием Кагискири. С нами непосредственно эту поездку снимал телеоператор Давид Хашик, который также набрал очень великолепное видео. Они постарались передать вам всю эту красоту. Сегодня гостем передачи был Отгур Тарнава. Наша программа подошла к концу. Всем счастливого пути! Bye.